И несмотря на то, что приемная кампания продолжается в онлайн-режиме, интерес к Казанскому федеральному университету меньше не стал, а достаточно успешно продолжается приемная кампания. И сегодня университет дополнился еще, кроме университетской клиники, о которой мы вам говорили в прошлом году. Сегодня появилась еще одна школа в составе университета и появился еще один детский сад, который будет работать с детьми с аутическими расстройствами. Следующий, пожалуйста, слайд. Безусловно, университет развивается и представлен во многих предметных рейтингах в международном образовательном пространстве. И в прошлый год был особенно взрывной для университета, когда впервые в направлении образования education по версии одного из международных агентств Казанский федеральный университет вошел в топ-100 лучших вузов мира. Следующий, пожалуйста, слайд. И вот те приоритетные направления, которые сегодня в университете под особым вниманием, это биомедицина и фармацевтика, нефтепереработка. И в этом году тоже в топ-100 лучших вузов мира по этому направлению Казанский федеральный университет вошел, заняв 64-ю позицию. IT и космические технологии и социогуманитарные исследования, подготовка учителя 21 века. Вы видите, что наряду с такими космическими и футуристическими направлениями, нанотехнологиями, подготовка учителя 21 века в университете остается приоритетной. Следующий слайд, пожалуйста. Сегодня развиваются 3 модели подготовки педагогических кадров в университете. Это традиционная модель, которая сохранилась в нашем Елабужском институте с предметными кафедрами. Это распределенная модель, которая создана на базе институтов в Казани, в Казанском федеральном университете, когда предметная подготовка ведется в предметных институтах, а психолого-педагогическая подготовка сконцентрирована в Институте психологии и образования. И вариативная модель, когда люди с непедагогической первой профессии могут войти в траекторию подготовки педагогических кадров и стать учителем, пройти психолого-педагогическую подготовку на базе непедагогического профиля. Следующий слайд, пожалуйста. И вот то, что сегодня университет представляет, это цикл подготовки педагогов в том числе. Посмотрите, с 3 лет сегодня мы принимаем в состав слушателей студентов университета. Это дошкольники, это воспитанники того самого детского сада, который в этом году открывает двери. И далее Дом научной коллаборации, который в этом году откроет свои двери в Елабуге. Это федеральный проект в рамках национального проекта. С 5 лет будут участники этого проекта. Безусловно, появилась университетская школа, которая с 1 класса принимает детей. Объясню, до этого в составе университета есть 2 лицея, которые по конкурсному отбору детей с 6-7 класса только принимали. Сейчас есть еще одна школа, которая полный цикл обучения общего образования проходит, с 1 класса принимает в свой состав. И, конечно же, после школы мы с удовольствием принимаем в ряды студентов, аспирантов, бакалавров в наш Казанский федеральный университет. Следующий, пожалуйста, слайд. И вот можно судить о развитии педагогического образования в университете хотя бы по цифрам, потому что порядка 10 тысяч студентов сегодня получают педагогическое образование по разным профилям. Следующий слайд. Это те проекты, которые мы развиваем, и на базе этих проектов готовим будущих учителей. С удовольствием привезем каждый из них в Актанышский район. Следующий, пожалуйста, слайд. А это, я все-таки немножечко остановлюсь, с чем нам тоже придется столкнуться. Мы приняли школу. Это обычная традиционная школа, еще раз повторюсь, она закреплена по микрорайону, и никакого отбора в эту школу не предполагается. Это школа с 1 по 11 класс. И она сохраняет, несмотря на то, что она вошла в структуру Елабужского института, она сохранит свой подход, традиционный подход, закрепленный за микрорайоном. И, к сожалению, те стартовые условия, а может быть, к счастью, те стартовые условия, которые мы приняли эту школу, они вот отмечены красным. Вы видите, с какими результатами завершили обучение учащиеся университетской школы в этом учебном году, а рядом видите те результаты, которые представляют лицеи Казанского федерального университета. Соответственно, по сравнению с средними республиканскими, университетская школа, бывшая 5-я школа, сегодня университетская школа,
безусловно, отстает во многом, и нам предстоит догнать и своих старших товарищей, и, безусловно, показывать лучшие результаты. И очень рада за своих коллег в лицее Казанского университета, потому что, например, в лицее Лобачевского 5 100-бальников, 10 призеров. С отличием закончили 33 человека. IT-лицей, 10 100-бальников. Это колоссальные, очень качественные результаты, за которые, конечно же, мы все очень горды. Следующий, пожалуйста, слайд. Вот она, самая университетская школа. Это действительно очень уникальный проект и для Татарстана, и для России, потому что сегодня практически единицы, вот один-два университета в России, которые имеют в своей структуре школу полного цикла с 1 по 11 класс. Больше педагогические университеты не имеют такой базы подготовки будущего учителя. Уникальный проект, который мы будем реализовывать на площадке этой школы, это ассистент учителя, когда студенты, начиная уже вот с первых лет обучения, будут работать в паре с опытными учителями школ, и для нас это достаточно уникальная площадка подготовки будущих учителей. Следующий, пожалуйста, слайд. Да, следующий слайд. Это Дом научной коллаборации, Дом детского технического творчества, который в этом году тоже откроется. Это тоже будет на базе Елабужского института. И я безмерно благодарна нашему ректору и руководству республики, потому что сегодня Елабужский институт, это Елабужский институт, отдельно взятый Елабужский институт, имеет достаточно много развитой материально-технической базы и очень мощную базу будущего учителя. Следующий, пожалуйста, слайд. Безусловно, мы приглашаем вас на курсы повышения квалификации. Достаточно много интересных программ в рамках реализации цифрового образования. Следующий, пожалуйста, слайд. И вот эта информация, которую я привезла в район Ангелина Аваповича, она в большей степени для вас, я думаю, что интересна. Это те ребята, которые подали сегодня заявление для поступления в Елабужский институт. Это ваши доморощенные, свои ребята с достаточно неплохими баллами. Приехали к нам абитуриенты, очень надеемся, что станут они, безусловно, студентами и пополнят ряды студентов Казанского университета. Следующий, пожалуйста, слайд. Это по заочной форме обучения мы приняли вот такие документы. И на магистратуру мы приняли. Это те ребята, те девочки, которые закончили бакалаврские программы, во многом уже нашли свое первое место работы, но будут продолжать заочно обучаться на магистерской программе. Следующий, пожалуйста, слайд. Это тот выпуск, который в этом году произошел. Вот есть ребята, которые вернулись в свой район для того, чтобы продолжать работу. Это очень важно, когда действует принцип «где родился, там и пригодился». И очень надеюсь, что дальнейшее образование мы тоже вместе с вами будем вести и повышать квалификацию в том числе. Следующий слайд. Да, спасибо большое. Не нашли ролик? Ну, значит...